Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Кичкенеден бәләкәйдән өйрәнеп, менә ишетеп үсүем буенча, ул Петрау дини бәйрәм. Бик олы бәйрәм, безнең әбиләр әйтә торганнар, балакаем бу бәйрәм бөек бәйрәм. Бу көнне кеше инде дөресен әйткәндә зиратларга бара, ширкәүгә бара, обязательно ул инде мөһим эш. Шәмнәр куеп, кунаклар каршылап, шул менә кичкенәдән исемдә калган бәйрәм менә шушылай. Һәм дә менә күрше әбиләр җыя торганнар, чәчәк җыеп җөргәннәр менә әле дә күз алдымда. Тыкрыктан һәрбер менә аларның ниләре, чәчәкләре берсе дә берсенә ошамаган, төрле. Мин әйтәм, Марҗитүтей бу чәчәкләрне нәрсә? Менә бу чәчәкләрне бүген җыярга кирәк 41 төрле чәчәк менә бүген. Менә шуннан әле мин ул вакытта бик кичкенә идем. Менә шуннан бирле истә калган. Это предметы быта кряшинской крестьянской семьи. Например, это чумыш, ковш, в который наливали квас и угощали своих гостей. Сегодня в гостеприимстве Кряшин убедились все, кто пришел на праздник, а их оказалось немало. Қалын тәбә пішіреміз, міне ол енді аны изген қабартманы алып, яңадан көкейлер, майлар салып, yüzümler салып қабартасың, яңадан басып. Міне шундай тәбә ипи пішіреміз, енді ол енді біздің халықта шулай пішірілі. Балан пирогы пішіреміз, енді біз обязательно. Жилеклерден пішіреміз, пироглар. Шундай ризықлар білен келеміз, енді қонақ етеміз. Кішілерін жемішлер, жилеклер алып келеміз. Жаратып келеміз бұл бәйремге. Жиябыз сібіркілер, Петрау бәйреміне, жиябыз чейлер, мәтрушкалер жияб кептіреміз, үленлер жиябыз. Аның сихәті шу вақытта деп әйтелер енді.
Где ты, поляки, сорвал самые крупные ягодки? Такие у меня хорошие вкусы. Ой, молодцы! Все вы Музей Петрау. Здесь у нас собрана история за 20 лет, как начиналось как начали проводить Петрау в местности Зюри. То есть с 1999 год по 2019 год. В Зюрях, но это в Зюрях. А самые первые праздники Петрау у нас начались еще в 1983 году в деревне Албаево. Это по старинному обычаю, в советское время, сами понимаете. Но они просто так решили, как бы председатель колхоза Никифоров хотел поднять настроение своим жителям, своим сельчанам и сказал, давайте мы сегодня проведем такой праздник. То есть, когда они шли на сенокос, а Петровские дни это как раз сенокос, знаете, наверное, до Петрау нужно косить сено, чтобы она была целебная. Вернее, вот это самые лекарственные растения, а сено косят после Петрау. И вот эти женщины, которые ходили на луга косить сено, они достали из своих сундуков свои настоящие льняные платья, которые шили их бабушки, их матери 100-летней тому давности, одевались по обычаям кряшен, пошли на луга, варили там кашу, пили чай, то есть устроили такой праздник. В старину Петров день проходил совсем по-другому. То есть этот день приходили все родня, собрались в одной деревне, приезжали. Пока родители, родные, то есть пожилые люди пили чай, разговаривали за столом, молодежь пошел на луга. Это вечернее время, и они там встречали рассвет. Так вот, молодые девушки, незамужние молодые девушки, когда ходили домой, пошли обратно домой, собирали по дороге 12 разных цветков или травы, да, вот именно обязательно должно быть 12. Собрали, перед сном положили под подушку свою, такой красивой вышитой, и сладкими вот такими воспоминаниями о празднике и мечтой о женихе, молодом парне, засыпали. Кто приснился к ним, им, то вот этот получился у них как бы суженый. Молодой парень должен подарить девушке зеркальце, маленькое зеркальце, а это зеркальце было очень дорогое. Вот большие зеркала в домах были, а вот маленькие зеркальца, они были дорогие, они были только, например, где шахта, вот в таких местах. Вот, например, молодая кряшенская девушка носили колпак, вот она, головной убор, колпак, вот
такой. Вот это одежда девушки, белый фартук, колпак. Волосы, конечно, они не закрывали, свисали как у татар с двух сторон, а у кряшен вот с одной стороны. Шешургич, они то же самое. А потом, вот когда уже вышли замуж, они уже одевали сюреке. Лоб должен быть закрытым, ушки закрыты, волосы должны тоже закрытыми быть. В старину в основном кряшинские женщины, девушки носили клетчатые такие платья. То есть они домотыканные на ткацком станке. Клетчатые там тоже у нас ткань имеется. Вот это специально, то есть это тоже оберег. В этом году республиканскому фестивалю исполняется 20 лет. И этот праздник призван объединять людей вне зависимости от возраста, национальности и вероисповедания. Отрадно, когда национальный праздник становится достоянием жителей всего района. Мамадышцы все без исключения считают его своим, потому что он проводится на нашей родной земле. И каждый вносит свой вклад и труд на его проведение. Всякий раз с теплым чувством я посещаю национальные праздники народов нашей республики, восхищаясь их непередаваемым колоритом и особым душевным настроем. Таков и сегодняшний Петрау, почитаемый праздник, который уже в 20-й раз собирает на Майдане близ села Зюри кряшен и гостей со всей республики и соседних регионов страны. Петрау Сабантуйна рахимитегез кадрле kardeşler. Alım aşılar, limonşılar, alım aşılar, limonşılar, almaşılar, limonşılar tavasına jul salgan, almaşılar, limonşılar tavasına jul salgan. Aşağı eşe uynav kelu, aşağı eşe uynav kelu, aşağı eşe uynav kelu, barangılardan kalgan, aşağı eşe uynav kelu, barangılardan kalgan. Каждый год приезжаем в Петрау, жюри, большинство участвуем в каждых районах, где вот проходят праздники, вот кряшинские, особенно народные, куда нас зовут. Основном везде бываем. Ходили каждый по отдельности в клуб, занимались, кто-то там пел, кто-то танцевал, кто-то стихи рассказывал. Потом спустя время сдружились вместе и вот
вздумали организовать ансамбль, свой кряшинский ансамбль, который будем представлять свой народ, свои обычаи, свои традиции. Мы находимся здесь, потому что нас пригласила ассоциация Кряшин. Мы работали с ними, в марте приезжали. У нас проект по изучению социолингвистической ситуации кряшинского языка. То есть есть отличия от татарского языка, кряшинского языка? Социолингвистические, безусловно. А что это, если можно пояснить? Социолингвистические – это когда, во-первых, само сообщество воспринимает свой диалект в качестве языка или в качестве варианта языка. Лингвистически, безусловно, это диалект татарского языка. Но есть религиозный фактор, который повлиял на кряшинский язык. Есть кряшинское самосознание, которое отличное, допустим, от, собственно, татарского. И вот этой проблематикой мы занимаемся. Также мы сравнивали ситуации, например, Кряшин и Мишар. То есть это тоже наша тема наших исследований. Je m'appelle Alain Viau. Je suis linguiste. Меня зовут Ален Вью. Я исследователь Национального центра научных исследований Франции, лингвист. Для меня этот праздник является также олицетворением связи, которые существуют между языком, между своим способом говорить на языке, то есть своим языком, и культурой, в первую очередь. Безусловно, кряшины – это и религиозное своеобразие, это и культурное своеобразие, но это еще и своеобразие языка, о чем тоже, в общем, нужно помнить. Там, где я живу, есть миноритарный язык, он называется окситанский язык. И около Бордо недалеко есть регион, называется Перегор. И в одном из небольших городков вот этого региона, в Перегоре, каждый год тоже проводят праздник. Это праздник окситанского языка. Выше
То, что сохранено, это, конечно, очень здорово. Специально работают этнографы, фольклористы, историки. А вот то, что мы еще работаем, истинные кряшены в этом ансамбле, тоже мы свое тоже сюда вносим. Я сама родилась, выросла в Кряшинской деревне. Есть две версии по одной. Еще в то время, когда турки, в булгарское время, да, язычники, скажем так, они приняли в 992 году приняли ислам. А другая подгруппа турков, тюрки, другая подгруппа, которая не принял ислам, они приняли христианство. То есть с давних времен соседа булгарского государства были русские. Мы это тоже знаем, да, по истории. Булгары, русские, они жили в течение веков все вместе. И вот некоторые турки брали христианство, но не ислам. Вот они себя считали кряшенами. Слава Богу, вот настал этот день. То, что начали нас признавать, то, что мы народ, есть. У нас есть своя культура, у нас есть свои традиции, вот, которого ни у кого нет. Дружко, край,